Встречи, объятия, простые радости, настоящая поддержка и профессиональная помощь. Первый год работы Уфимского хосписа подарил первым подопечным жизнь. Без боли и стеснения, без упреков и оценок, без иллюзий отложенного счастья. Дал шанс жить по-настоящему прямо сейчас. Самая большая в жизни несправедливость – это то, что дети болеют неизлечимыми заболеваниями, тяжелыми. Он стал поддержкой для многих семей нашего региона. Здесь люди живут, и сколько я смотрю, все выходят гулять, улыбаются. Этот фильм о том, как прошел первый год жизни в Уфимском хосписе. Эльвиру Шакирьянову 52 года. У него врожденное заболевание миодистрофия Дюшена, при котором страдают мышцы всего организма. Недавно маму Эльвиры положили в больницу, и мужчина из Татышлинского района оказался в Уфимском хосписе. Это бумажные самолеты. Сейчас поедем увидеть настоящий самолет. Аэропорт. У Эльвиры была мечта впервые увидеть самолет вообще, потому что он никогда, естественно, его не видел. И особенно увидеть, как они взлетают, потому что это такое настолько воодушевляющее зрелище. И я считаю, что сегодня это будет очень таким ярким событием, воспоминанием его жизни. Да. Нормально тебе? Нормально. Да, я не переживаю. Конечно, подобные выезды могут кому-то показаться лишними. Что это занимает время сотрудников, технику, никак не влияет на процесс реабилитации. Но именно из такого внимания к мечтам подопечных и строится вся философия Уфимского хосписа. Дать возможность человеку почувствовать весомость своих желаний, насладиться моментами радости. Главное – успеть это сделать. Не опоздать. Потому что еще один самолет. И за этим самолетом ой. То, что кажется мелочью, пустяком в жизни здорового человека, для наших подопечных имеет огромный смысл. В 2024 году в Башкортостане хоспис – место надежды и поддержки для сотен неизлечимо больных людей. С момента открытия через него прошли уже 1082 человека. Но, оглядываясь назад, можно сказать, что его строительство не было простым проектом. В 2019 году глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с основателем фонда помощи хосписам «Вера» Нютой Федермессер. Тогда было принято решение, что хоспису в республике быть. Какое-то время заняло осмысление вот этих процессов, какой он должен быть. Я отправлял, знаете, делегации в разные регионы. Мы посмотрели, какой хоспис есть в Санкт-Петербурге, в Москве. Даже я делегацию отправил в Австрию. Там посмотрели, как это работает. Поэтому мы уже понимали, какой он должен быть. И, в принципе, после этого мы начали уже переходить к строительству. Работа закипела. После начала строительства Нюта была на площадке будущего хосписа еще несколько раз. Начать мне хочется со слов благодарности, потому что я сейчас была на строительной площадке хосписа, который и детский, и взрослый будет первый хоспис в Башкирии. Строительство хосписа поддерживали сотни неравнодушных людей и крупные компании республики, такие как Башкирская содовая компания, Башнефть, инвестиционно-строительный комитет города Уфы. Кто-то помогал работой, кто-то перечислениями крупных сумм.
В разгар COVID-19 и санкций этот проект не остановился. Работа на площадке кипела, хотя многие в тот момент сомневались, что экономика региона выдержит эти непростые испытания. Неравнодушие людей, помощь благотворителей помогли построить хоспис всего за 3 года. Вы знаете, есть ощущение невероятного уважения к тому, что это вот случилось, что это не осталось на бумаге, что это не осталось недостроем, что абсолютно ничего не урезали. Ну, вроде как ситуация изменилась, там денег нет, давайте вот не будем делать бассейн, или давайте что-то вот тут урежем, отрежем. Это не просто в изначальном виде, а это действительно лучший проект, уникальный для страны. Долгожданное открытие состоялось 28 июня 2023 года. Поздравить жителей республики с этим событием приехала председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко. Я знаю, как много губернаторов, главы республики, много важных, неотложных дел, которые, кажется, вот все, они самое главное. И в то же время, Ради Фаридовича, вы нашли время и вот этот объект сделали для себя приоритетным. Поэтому самые большие слова благодарности лично вам. И, знаете, я отдельно хочу поблагодарить супругу главы республики. Вот вы знаете, она вот про это. Она про гуманитарные проекты, она про помощь нуждающимся, она за социальную справедливость. Хоспису пожелаю, конечно, волонтерам, всем работникам. Вот Нюта нас самому главному научила. Главные слова, которые мы начинали строить, она сказала: хоспис – это не про смерть, это про жизнь. Собственно, это девиз нашего хосписа. Удачи, и чтобы все-таки здесь был смех, чтобы все-таки, даже когда нет надежды, надежда появлялась, и, может быть, отсюда, дай бог, и люди потихонечку немножко не будут болеть. Произошло то событие, которого ждали долго, и жители республики, и те, кто в этом нуждаются, и те, кто делал это большое, огромное дело, потому что делали его всей республикой. И строители, и проектировщики, и люди, кто строит паллиативную помощь в Башкортостане. Конечно, очень символично, что открытие хосписа свершилось в день праздника Курбан-Байрам, когда принято людям давать хаир, как раз-таки помогать, не дожидаясь просьбы о помощи. Поэтому я очень рада и прошу дальше нас всех также слаженной командой работать, и чтобы в хосписе всегда царил домашний уют, тепло, любовь и забота о наших подопечных. Ежедневно в хосписе стараются проводить мероприятия. Для этого приезжают студенты с концертами, театральными постановками, представления устраивают приглашенные артисты, волонтеры. Для подопечных это возможность отвлечься, окунуться в позитивные эмоции. Одно из таких постоянных мероприятий – тележка радости. Ее собирают на благотворительные средства, и каждый раз это коробка с сюрпризом. Угощения, подарки – все, что может поднять настроение. И здесь еще есть зефир, он тоже без сахара. И корзинку с подарками берем. И в этот раз тележка радости отправляется по привычному маршруту. Первая остановка – комната подопечной Лалли Мирхайдаровой. Чтобы точно тебя хорошее настроение сопровождало всегда-всегда, мы дарим тебе вот такую классную игрушечку, обнимашечку, подушечку. В общем, чтобы она тебе всегда была рядом с тобой, напоминала о нас. Угу. Пожалуйста, держи. Лалле 23 года. Всю жизнь в борьбе со сложным диагнозом ее поддерживает бабушка. В хосписе они оказались после выписки из больницы, когда Лалле удалось преодолеть очередной кризис и пережить кому. Здесь освоились быстро. Девушке понравилось собирать пазлы. Приятным сюрпризом стало знакомство с кошкой-терапевтом Мистикой. Я вообще не могла представить, что вот я ее после операции забрала домой. То есть у нас там нет никаких приспособлений, ничего.
чтобы как бы я ее не поднять, не в туалет сводить, ничего сделать. А здесь все помогают. И вообще, я говорю, хоспис для нас, вот для таких больных, это очень хорошо, очень. В хосписе Лалле стало немного лучше, и она начала мечтать. Скажи, какая? Либо съездить на море куда-либо, либо waterpark, где Москва. Типа, говорят, там есть парк, как Диснейленд. Говорят, в Москве есть парк, как Диснейленд. Вот у нее мечта или на море, или вот туда. Пребывание в хосписе для этой уфимской семьи – настоящая помощь. Здесь все такие отзывчивые. Здесь даже вот просить ни о чем не надо. Просто вот они заходят и сами спрашивают, что вот сделать. Это так важно. Мы не можем облегчить боль и душевные страдания человека в одиночку. Только вместе с ним и его близкими мы обретаем огромные силы. Здесь не как в больнице, и это основная философия хосписной помощи. В хосписе должно быть как дома. Здесь рядом могут находиться мама, здесь рядом может находиться папа, здесь рядом может находиться внуки, родственники, здесь может находиться любимый пес, здесь может находиться любимый кот, и даже кролик, хомячок и любое животное, с которым человек не хочет расставаться. Здесь может находиться все, что так дорого человеку и что для него было дорого в течение всей жизни. Вот, наверное, благодаря этому получается создать такую атмосферу дома. Дочка моя Рушния Ражапова, ей 11 лет, у нас ДЦП. Она глубоко недоношенная, 800-граммовая, 25 недель родилась. И вот у нас двигательная проблема. Для колясочников везде удобно, обычно везде для колясочников бывает, в больницах нет удобства, а тут все удобно очень. Даже вот игровая площадка как бы для колясочников сделана, все, гулять спокойно можно. А у нас во дворе нету детской площадки, для нас это вообще нарушение, гулять и гулять тут. В хосписе есть все для того, чтобы люди не теряли надежду и жили. Зимний сад с попугаями и книгами, тренажерный зал, бассейн, комнаты с возможностью выхода во двор. Я первый раз, когда сюда приехала в феврале, прошлась по коридору, вот это все увидела, и мне какая-то жуть взяла. Думаю, люди приезжают сюда последние дни доживать. А потом мне вообще мнение изменилось. Вообще, когда мне сказали про хоспис тут и рассказывали, я думал, что это будет похоже на больницу. Тут больницу и не напоминает хоспис, тут сейчас нравится. Вообще я рад, что такой хоспис есть, тут работники все добрые, все и общаются со мной. Когда мы были дома, мы не могли так часто выходить гулять, потому что мы живем на 4-м этаже, и у нас в доме нету лифта, а здесь мы выходим по 2 раза гулять. На каруселях можно покататься. Специальные карусели, тут специальные горки. Андрей за этот год уже 2-й раз в хосписе. Несмотря на то, что онкологическая болезнь прогрессирует, мальчик в свои 14 – настоящий борец. Он как никто понимает и ценит каждое мгновение жизни. У меня состояние было такое, очень плохое. Мне давали месяц или 3, а я уже полтора года живу. И,
продолжаю бороться. Наши подопечные дают нам больше, чем мы можем дать им. Осуществить чью-то мечту, помочь – для Яны это дело жизни. Она социальный работник, ей 31, и девушка уже поработала в московском хосписе, вернулась в родную Уфу, и случай вновь привел ее в паллиативную помощь. Здания еще не было, из команды нас было 4 человека, и поэтому для меня очень ценно было находиться в самом начале развития хосписа. По мнению Яны, год в хосписе прошел стремительно, и она научилась работать в большой команде из 122 человек, как часть большого слаженного механизма. Этот год, он для нас был такой проверкой на прочность, я считаю. И мы его выдержали, мы успешно справились. Вот. Для меня лично это тоже большой шаг вперед, потому что моя, скажем так, служба, грубо говоря, если так можно назвать, стала шире, нас теперь 3. Мои девочки очень меня выручают, очень помогают. Я могу спокойно заниматься какими-то своими делами, потому что у меня в основном это подопечные на дому, которым я передаю кислородное оборудование, к примеру, расходные материалы. А девочки, они непосредственно работают в стационаре с подопечными. И это очень выручает и очень помогает. Вот. Поэтому многое изменилось, и только в лучшую сторону, я считаю. Мы взяли с собой. У вас красивая серенькая кофта. Да, с собой возьмем? Кто приходил? Не знаю, кто-то приходил, кто-то вас любит, заботится. Моя кофта, да. Ваша кофта, да. Вот с собой возьмем ее, чтобы тепло было. Если человека нельзя вылечить, это не значит, что для него ничего нельзя сделать. У нас всегда обмен. Мы вам угощение, с вас улыбка. Для хорошего настроения. Такой же солнечный, да. Тебе нравится? Носочки. Косметичка. Угу. Что хотите? И кто предлагает? Когда было принято решение о том, что в Уфе появится хоспис, многие еще до конца не понимали, для чего он нужен и в чем его миссия. Тогда появилась идея снять видеоролик «Корот» о том, как через традиции хоспис может помочь людям. Через год родилась новая история. Мы хотели рассказать о том, как мы работаем, о том, что мы не про смерть, мы не про горевание. И когда человек жив, он живет у нас. Он имеет право, пусть на один день, но один день, проведенный со смехом, с близкими, с поддержкой. И вот ролик про Лизу Гайфуллину как раз-таки об этом. Социальный ролик под названием «День чтобы», как и первый ролик про Корот, снимал друг уфимского хосписа, московский режиссер Александр Сёмин. Главные роли исполнили подопечные хосписа Лиза Гайфуллина и ее мама Альфия. В этом ролике есть ответ на главный вопрос – зачем нужен хоспис в Уфе детям? Поправляем. Лица видны детей? Нет, конечно. Давай поменяем тогда. Хоспис нужен паллиативным детям, неизлечимо больным детям. А детям он нужен для того, чтобы они могли продолжать оставаться детьми. Представляете, здесь нет никакой большой, глубочайшей философии. Хоспис нужен для того, чтобы ребенок, которому мы не знаем, сколько осталось, возможно, несколько дней, смог эти несколько дней провести как нормальный, обыкновенный ребенок, проживающий в своем детстве. Заломилась. Ты не представляешь, какое было счастье с тобой работать. Ты потрясающая актриса. Это твои первые кинематографические цветы. Спасибо тебе огромное. Спасибо. Все тебе.
Долгожданной тележка радости стала для еще одной подопечной – Венеры Абдулиной из города Стерлитамака. Вот то, что нужно. В этом деле понимаю. Красивый. Выехать на коляске из палаты на улицу без посторонней помощи. Дождик, дождик, веселей, капай, капай, не жалей. Связать новую футболку, выбрать книгу рядом с комнатой. Об этом 75-летняя Венера Апай мечтала давно. Все современное, все на отличном уровне, до самых мелочей продуманное. Вот, буквально вот вчера принимала душ. Сама отдельно, без никого. Зашла, включила, пожалуйста, пересела, переделала. Все это продумано. Это очень хорошо. 55 лет на инвалидности из-за производственной травмы. Венера Абдулина знает, каково жить без доступной среды. Поэтому за каждый день в хосписе она говорит сотрудникам спасибо. Балконная дверь, вот эта дверь в палату, комнату, захотела, открыла, вышла на улицу. Это же для нас, для таких вообще предел мечты для многих. В соседней палате и здесь на коечках лежат, и коечку вытаскивают. Понимаете, так, потому что такие больные редко видят небо, рядом окружающую среду, редко слышат птичек или хотя бы дождь. Вот получается, что полностью от и до все продумано. Все именно для больных. Хоспис – это комфортные условия и достойная жизнь до конца. Волонтерский штаб у нас сформировался в 2020 году, когда случилась пандемия. И уже на тот момент у нас были семьи под опекой, и мы точно знали, что без нашей помощи им будет очень тяжело. Именно тогда как-то очень быстро организовались вот это вот сообщество волонтерское, которые поддерживают и помогают нам до сих пор. Ильдар первый раз услышал о хосписе 3 года назад. Сначала помогал деньгами, а потом пришел помочь руками. Как и многие волонтеры, он здесь член большой семьи. Уфимский хоспис стал как вот брендом «Башкирский мед». В плане не того, что у нас много паллиативных подопечных, в плане того, что здесь могут оказать квалифицированную помощь, здесь могут обучить, здесь есть чему учиться, здесь есть какой опыт перехватить, что здесь есть крутые волонтеры, есть крутой фонд. Вот. А самое главное, люди, которые помогают. Вот, меценаты просто там неравнодушные. Вот, действительно, 100 рублей, вот ты кофе купил, 200. Ты взял, перечислил, казалось бы. А таких человек еще 100 человек или 1000. Перед открытием хосписа круглосуточно работали студенты вузов и колледжей, предприниматели и обычные люди, для которых помогать – естественное желание. О, здрасте! Сегодня мы шкафы крепим. Очень хорошо. Так, пойдем. Перфоратор там, бур есть. Так, дюбеля я 6 взяла, поэтому, думаю, нам хватит через уголки, чтобы прошли. Хорошо. Так, сегодня у нас девочки здесь работают, а перфоратор, кстати, на ресепшене. Анна Кузнецова – активист и предприниматель. Она организовала сообщество волонтеров Уфы для сбора и установки мебели в здании хосписа, а ее фирма подарила проекту новую мебель для входной группы. Захотелось сделать что-то полезное для хосписа, потому что хоспис нужен. У меня есть время, есть возможность помочь. Почему нет? Помимо этого, я еще занялась сбором растений для... Здесь же 3 оранжерейных зала. Я спросила, а какие растения здесь будут. Он говорит, ну вот, собираем волонтерами. Я также объявила клич. Какие-то растения выкупаю, какие-то из свои, какие-то вот отдают. Вот. Свой вклад в строительство хосписа внесли и юные волонтеры. Сегодня я пришел помочь построить хоспис. Сегодня мы таскали мебель, я убирался там, таскал картон, выносил мусор.
Ну вот мой девиз по жизни: прикоснувшись к чему-то хорошему и доброму, тебя тянет прикоснуться это еще раз и еще раз. В этом состоит наш магнетизм жизни. Проект хосписа уникальный. Под одной крышей объединены детское отделение на 20 мест и взрослое на 40. На территории для подопечных предусмотрены инклюзивные детские площадки, прогулочные зоны с доступной средой. Я хочу сказать спасибо всем строителям, благодаря которым вот появился этот объект. Он достроен и достроен достойно. Любой человек, который здесь работал из строителей, он может сказать, что он вложил сюда душу. Когда хочешь действительно помочь какой-то организации или каким-то конкретным людям, всегда найдется много способов. Не обязательно иметь много денег или какой-то крупный бизнес. Достаточно, на самом деле, просто желания. И вот спортивный фандрайзинг – это как раз про желание совершенно разных людей сделать что-то классное и доброе одновременно. Я подумала о том, что хочется что-то делать во благо, кому-то помогать, и как раз-таки своим пристрастием к бегу я могу помогать детишкам, а что, в принципе, может быть прекраснее. 3, 2, 1, вперед! С момента открытия волонтеры провели 44 мероприятия для подопечных и 47 концертов и спектаклей. Организовали благотворительный автопробег. Вот, классно. Вот сюда. Молодец. К добрым делам подключились и серебряные волонтеры. В этом году они посадили здесь 200 петуний и кустарников. У нас планов много. И вот хочется прям вот и детей своих, и внуков привлечь к этой акции, чтобы они видели, что вот действительно нужно, чтобы чувство эмпатии. Потому что сейчас у многих вот это чувство эмпатии пропало. И, конечно, вот когда люди делают добро, это и на душе сразу легче. Наша работа может быть только бескорыстной. Самуэль – студент 5-го курса Башкирского медицинского университета. Будущий хирург родом из Нигерии. Год работает санитаром. Меняет памперсы, обрабатывает раны, здоровается по-башкирски. В общем, чувствует себя в хосписе как дома. А что ты уже знаешь на башкирском? Ну, кальянесек, айбад, ну, рахмат. Я считаю, что каждая страна или каждый город должен иметь хоспис, потому что надо беречь старшее поколение. Когда люди хотят помогать, есть много способов помогать. Есть с деньгами, но у нас такие работы, это чтобы делать, чтобы люди были более комфортно в последний момент жизни. Ну, это разное. Хоспис стал большой семьей, где люди разных профессий, поколений, убеждений делают одно общее дело. На базе Уфимского хосписа с 1 сентября 2023 года организовали клинические базы для студентов. Когда мы приступаем в отделение в хосписе взрослом, как и в хосписе детском, начинаем, подходя к пациенту, подопечному, первая задача – это соблюдение правил этики, деонтологии. Мы должны поздороваться, мы должны представиться, что вы по имени, отчеству. В Уфимском хосписе нам получилось соединить науку и практику. Здесь есть базы кафедры как высшего медицинского образования, это Башкирский государственный медицинский университет, так и нашего колледжа, где занимаются студенты, уже получающие среднее образование. Это было поручение Ради Фаритовича, оно сейчас эффективно выполняется. И очень важно, те врачи, которые здесь у нас подрастают, они сразу видят пациентов, сразу видят, как нужно с ними обращаться. Здесь есть образовательные программы, которые могут воспитывать их в правильном направлении и в нужном для всей системы здравоохранения в целом. Как ваши дела? Привет, Тань!
Как ты? Сейчас нужно будет вам протереть лицо. Я погуляю с Танечкой на улице чуть-чуть. Молодец. Высокую оценку хоспису дают и эксперты в сфере паллиативной помощи. В Уфу для обмена опытом приезжают специалисты со всей страны. Молва о том, что в уфимском хосписе наши сотрудники развиваются, придумывают какие-то новые, так скажем, методы того, как обустроить для человека эти последние дни жизни наиболее удобно, хорошо, комфортно и с любовью для каждого, они уже и в других городах. И у нас уже есть люди за этот год, которые приезжали с других хосписов, или те, которые хотят и сейчас находятся на стадии проектирования и строительства хосписа, чтобы и поделиться друг с другом опытом, и перенять что-то у нас, а мы что-то у них. И вот это очень-очень-очень радует. Книжки у тебя. Он смотрит. Это машина. Это синяя машина, а это, смотри, красная машина. Покажи мне красную машинку. Давай, покажи мне красненькую пальчиком. Давай вот сюда. Ты мой дорогой, да, машинка, да ты моя умничка, да. Любишь книжки, любишь листать странички. Ты моя умница. Паллиативная помощь – это ведь помощь симптоматическая. Мы лечим тяжелые симптомы. Лечим. Паллиативная помощь – это не про подержать за ручку. Паллиативная помощь – это про то, что человеку не должно быть больно, человек не должен задыхаться, человека не должно знобить, тошнить, рвать, ему не должно быть холодно. Вот о чем паллиативная помощь. И здесь это понимают. И здесь чисто поэтому, и здесь красиво поэтому, и здесь каждому удобно. И деткам удобно, и родителям их удобно, и взрослым людям удобно, которые здесь получают лечение. Я пообщалась с руководством учреждения, я поговорила с медсестрами, с врачами, с социальными работниками. Это сподвижники, это мои братья по смыслам нашей профессии. И я горжусь, что у нас в Башкортостане такой хоспис. В хосписе бывают разные случаи. В январе 2024 года позвонили родственники пациентки из взрослого блока. Они сообщили, что за их бабушкой не смотрят, перестали давать таблетки, так как она стала рассказывать небылицы. О том, что в хоспис приходил в гости глава Башкортостана, что разговаривал с бабушкой, сфотографировался. Дежурный врач успокоил звонивших и обещал отправить фото. Потому что в хосписе прошел праздник «Старый Новый год», и подопечных действительно приходил поздравить глава республики Радий Фаритович Хабиров. Как вам здесь? Хорошо? Еще как хорошо. Хорошо поздравить. Дай Бог. Вот чувствуешь себя, что ты уважаемый человек, что тебя есть за что уважать. Да. Вот все буквально сотрудники. Большое им спасибо. Мен сізге китабымны беремін дегенім. Диш жүзімнен тулсам, мüştekte yazılgan китабым. Сізге изгі тілектерім баш керегі. Еще одно чудо произошло с семьей Уразмановых из Уфы. Папа и мама впервые за 5 лет поехали отдыхать на море, доверив дочку сотрудникам хосписа. А вернулись, как оказалось позже, не вдвоем, а вчетвером. Фируза, вы же у нас который раз лежите? Третий раз. Вы уже проходите, да? Да. Но вы можете и ребенка и оставить здесь, заниматься своими делами. В этом же смысл, да? Да. Дети есть у вас еще, нет? Вот ждем. Вот, да. Это результат социальной передышки. Съездили на море вместе с мужем, отдохнули, а теперь ждут двойню. Двойню? Двойню. Мальчик и девочка. Вот для чего нужен был хоспис, да? Для того, чтобы продолжалась жизнь. За этот год бригады хосписа 2445 раз выезжали к взрослым подопечным, а 1139 раз к детям.
И все это на безвозмездной основе. Когда мы подвели итоги в том, что за эти 365 дней у нас побыло в хосписе в круглосуточном стационаре более 1000 человек, а когда выезжали бригады уже более 3000 раз, когда наш телефон разрывался звонками более 3500 раз, ты понимаешь, что скольким людям мы, в принципе, уже помогли. Каким бы ни были результаты тех, наверное, итогов наших подопечных, в любом случае это всегда была помощь, та, которая всегда как раз была самой необходимой в этот момент для них самих, ну и для нас иногда тоже. Гульнара Гельманова работает в детской выездной службе больше года. Каждую неделю с врачом она бывает в семьях Уфы и еще 11 районах республики, которым помогает хоспис. Мне пришло какое-то осенение, что ли. Я не знаю, я поняла, что я здесь нужна. Вот это все, весь мой опыт, вот все мои нерастраченные инстинкты, вот это все мое умение, желание помочь. Именно вот тот момент мой психологический, оно мне это. И я решила, что я попробую. Я пришла, первый раз было заочное собеседование, потом очное. Потом мне предложили учиться по паллиативной помощи, потому что меня не было. Я с удовольствием проучилась, пришла и поняла. И я знаю теперь, что я на месте, на своем месте. Но вот на работу я хожу с удовольствием каждый день. Все 122 сотрудника хосписа пришли сюда по очень большому желанию и остались. Как палатная сестра Тансулу Мамедова. Ей важно не только ставить уколы и капельницы, но еще и ухаживать за подопечными, выслушать их, ведь каждый человек, по словам Тансулу, это вселенная. Здесь медицинская есть наша, вся медицинская наша работа, которой мы, медицинские сестры, работаем, она здесь есть. Присутствует, но здесь еще другое, здесь вот просто жизнь, здесь приходишь. Я могу, наверное, сказать, что я могу у каждого поучиться у них стойкости, вере и радости каждому дню, рассвету, разговорам, вкусному чаю, который мы вот даже просто когда сам почистил зубы. В основном все люди, которые пришли работать в хоспис, они точно знают, что такое хоспис, что это за люди и какая помощь им здесь сейчас нужна. В свою очередь мы стараемся заботиться о персонале, мы организовываем разные вылазки, какие-то корпоративные мероприятия, мы отмечаем праздники, мы их стараемся поощрять. Вот, допустим, в день рождения мы всем дарим подарки, абсолютно каждому человеку, который работает сегодня в стационаре. Женщинам дарим цветы, мужчинам дарим термокружки наши фирменные. Мне кажется, для них это тоже важно и приятно понимать, что мы про них, про каждого помним вот, и стараемся сделать их жизнь как-то лучше. Хоспис, мы же строили стены, а все решают люди. За этот год сложился очень хороший коллектив. И вот я общался с подопечными, там же называют их не пациенты, они подопечные. И там не палаты, а комнаты, да, называют. Вот. И, ну, чтобы максимально отодвинуться от медицины, как бы от вот этой тяжести больницы. И они все благодарят, и волонтеров, и врачей, и медсестер, и нянечек. Поэтому вот самое главное, еще коллектив сложился, который хорошо работает. Как бы мало времени ни было, его достаточно, чтобы сделать все возможное. Так прошел год. И все это лишь малая часть тех историй, которые запомнились сотрудникам Уфимского хосписа. Их, конечно, было намного больше. И радостных, и грустных. Все как в жизни. Все вы построили Уфимский хоспис. Дом, который поблизости для всех наших подопечных. Я хочу вам всем сказать огромное спасибо за это, всем, кто сегодня собрался здесь.
Год назад, примерно в эти дни, мы открывали этот хоспис. У всех на душе было хорошо, такое яркое событие, потому что это первый хоспис такой большой в республике. И это на самом деле центр милосердия, центр благотворительности, центр самых лучших побуждений человека. И центр надежды еще, что очень важно. Встречи, объятия, поздравления и награждения. Первая годовщина хосписа пришлась на солнечный летний день. День рождения отметили на традиционном пикнике. У меня дочь прям вот очень рада, вот когда подъезжаем уже в Цветы Башкирии, она прям вот радуется, аж с кресла, можно сказать, вылетает. Очень нравится. Спасибо большое, огромное вот хоспису. Я просто вот рада, что я попала вообще вот на паллиатив вот с таким ребенком тяжелым. Я желаю Уфимскому хоспису процветания, благополучия, здоровья, самое главное, персоналу, чтобы они терпение, чтобы они нас продолжали поддерживать. По сравнению с другими лечебными учреждениями, совершенно другой мир. И сколько я смотрю, все выходят гулять, улыбаются. Наши подопечные часто нас благодарят, говорят, что спасибо, вы нам помогли, а в ответ хочется сказать: да нет, ребята, это вы нам помогли, это вы напоминаете нам о простых радостях жизни, это вы учите нас быть сильнее, мудрее, иногда терпеливее, поэтому в этом энергообмене есть что-то такое закономерное, наверное. 21 день. Столько здесь находятся подопечные. И за это время они успевают полюбить это место, которое его хозяева между собой называют «хоумспис», потому что «хоум» в переводе означает «дом». Помочь Уфимскому хоспису может каждый, и эта помощь нужна всегда. Чтобы узнать, как быть полезным и стать благотворителем, необходимо перейти на сайт Уфимского хосписа и нажать кнопку «Как помочь». Уфимский хоспис. Помогать в наших традициях.